Не просто хорошо закончить учебный год, а войти в тройку лучших. В Сурхахак братьям Хачубаровым удалось создать неофициальную рейтинговую систему, на которую теперь опирается каждый школьник. Все это вылилось в авторскую премию «Лучший ученик года». Тамара Хашигульгова расскажет о мотивационном проекте и его результатах. В первую очередь хочу поблагодарить ваших учителей, которые всегда вместе с вами, которые поддерживают вас, помогают, которые вкладывают вам знания. Финальная часть премии «Ученик года», пожалуй, самая приятная в конкурсе. Получить награду, о которой мечтала целый учебный год. Молотхан Истамирова на премию номинируется не впервые, но каждый раз эмоции через край. Приятно, когда старания оправдываются, признается она. Я рада очень такому празднику. Очень рада, что могу удивить всех родителей первым местом. Таких, как Молотхан, в третьей школе 30 человек. Они весь учебный год старались и учились на одни пятерки и четверки, иногда даже ограничивая себя в досуге. В 5 классе я получила кубок, в 6-м медаль, в 7-м я получила 2-ю степень, а в 8-м я получила кубок и медаль. Участвовать в конкурсе «Лучший ученик года» могут все с 5 класса по 11. Премия предполагает 3 степени. Победители определяются по итогам всех четвертных оценок. Пятерок в дневниках не может быть меньше 70%. Впрочем, критерии оценки с каждым годом меняются, чтобы поднять планку соревнования еще выше. Диплом 3-й степени – это более 70% пятерок без троек. Также презентация либо доклада, либо реферата в школе. Диплом 2-й степени – это более 90% пятерок, также без троек. Обязательно участие в мероприятиях за пределы школы, в олимпиадах, в конкурсах районных, муниципальных, республиканских. И диплом 1-й степени – это призовое место на олимпиадах за пределы школы. В конкурсах 100% пятерок. Главная цель, которую преследует патриотическая пятерка, именно так себя называют братья Хачубаровы, организаторы конкурса, привить детям любовь к учебе и доказать на собственном примере, что учение – свет. А чтобы у детей был стимул учиться еще лучше, Хачубаровы решили поощрять лучших из лучших денежными призами и грамотами. В целом, если взять конкурс «Ученик года», который проводится силами наших выпускников, то есть вот братья Хачубаровы, они являются выпускниками данной школы. Кубок, диплом, 1-е место, медали, денежное вознаграждение – это все-таки позитивно влияет на учащихся. И вот когда они видят, что в этом году вот они стали конкурсантами, то в следующем году у других учащихся появляется большее желание, и они подтягиваются. Идея организовать премию «Лучший ученик года» на базе школ Сурхахи возникла у братьев Хачубаровых давно. Вначале конкурс проводился только в 3-й школе. Именно ее окончили сами братья. А в этом году премия охватила все учебные заведения сельского поселения. Поэтому из 3-й школы Хачубаровы отправляются во 2-ю школу. Нужно отметить, что это очень приятно получать диплом 1-й степени и гран-при, потому что хочешь не хочешь, ты среди других выделяешься. И стоит отметить также, что это было очень сложно. Ночами приходилось сидеть, делать уроки, также готовиться к олимпиадам дополнительным. В 11 классе мы вообще совмещали учебу и подготовку к экзаменам. Для Фатимы Караджевой, выпускницы 2-й школы, сегодня волнительный день. Еще бы, ведь это первое участие и первая победа в состязании. У меня учатся тут 2 дочери, Нагоева Сабина и Нагоева Камила. Сабина у меня пошла по 1-й степени, Камила по 2-й. Она отстала на 1 балл только. Мне приятно, что появился такой фонд, что дети более мотивированы стали, и какие-то их успехи это оправдались. Старания организаторов оправдались. За 5 лет существования премии ряды отличников заметно пополнились. Дети стали лучше учиться, повысилась посещаемость. Заметили это и учителя, и родители. В планах патриотической пятерки вовлечь в конкурс все школы Ингушетии, а значит повысить престиж образования уже на региональном уровне. Тамара Хашигульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.